15 января Международная организация Амнистии, Движение «Свободный Тибет», Общество просветителей, Общество независимых журналистов, Всемирный уйгурский конгресс и десятки известных ученых организовали сбор подписей и потребовали от китайских властей освободить Ильхама Тохти, находящегося под стражей последние 5 лет. Ильхам Тохти был задержан 15 января 2014 года. Его обвинили в попытке государственного переворота и приговорили к пожизненному заключению. По свидетельству одного из родственников Ильхама Тохти, ранее он был задержан и приговорен к 10 годам тюремного заключения. Причиной стали аудио и видеозаписи его интервью с корреспондентом радио «Свободная Азия», который он хранил в своем телефоне. «14 января глава уйгурского автономного района Шухрат Закир выступил с докладом во второй части 13-го пленума Народного конгресса. Шухрат Закир особо отметил необходимость теоретической и практической готовности к борьбе с терроризмом, угрожающим стабильности региона. Он подчеркнул, что с начала 90-х годов террор, радикализм и национализм привели к нестабильности, и что основной задачей властей станет обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности. Шухрат Закир напомнил, что ситуация под контролем китайских властей и какой-либо угрозы не существует. Однако международное сообщество считает, что под предлогом борьбы с терроризмом Китай пытается уничтожить уйгуров. Жертвами борьбы с терроризмом стали ученые, писатели и талантливая молодежь уйгуров и казахов, никак не связанных с террористами. Международные правовые организации считают, что задержание большого количества уйгуров – не что иное, как этническая чистка. По сообщению радио «Свободная Азия», исследователи Американского индустриального института считают, что американское правительство с 2017 года располагает информацией о планах Китая по реформированию мирового порядка. Власти США до сих пор не предприняли серьезных мер для борьбы с военным обогащением Китая, направленным на ослабление американского влияния и его беспощадной политикой по отношению к Канаде, являющейся союзником США. Нужно отметить, что для противостояния Китаю США необходимо ограничить экономические отношения. Только в этом случае можно будет бороться против интеллектуального плагиата и остановить укрепление военной мощи Китая. Также это поможет в борьбе против нарушения прав человека и китайских фирм, замешанных в шпионаже и тотальном контроле. Американский экспорт в Китай не составляет и 1% ВВП США. В случае сокращения китайского импорта свободную нишу смогут занять компании других государств, не представляющих угрозу США. Повышение налогов на ввоз китайской продукции сам по себе ничего не даст. Необходимо строго сократить и регулировать китайский импорт. – 15 января в Кении было совершено вооруженное нападение на одну из гостиниц и государственные учреждения. По сообщению кенийской полиции, по меньшей мере число погибших составило 15 человек. Количество пострадавших насчитывается десятками. Среди погибших был гражданин США и Англии. Ответственность за теракт взяла на себя молодежная партия Сомали.